Уважаемые коллеги, совсем недавно нам казалось, что мы, методисты и учителя, будем жить и работать в обычном режиме, где ученики будут сидеть за партой в школе. Обновленка, ссоры, Сочи, критериальное оценивание и многое другое, что волновало все общество. Было много споров и мнений, и вдруг нас всех объединила общая тревога за жизнь и безопасность близких. Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, которая остановила экономику, социальную сферу, закрыла границы между странами, при этом она не остановила нашу надежду на лучшее будущее, а будущее зависит от нас, тех, кто воспитывает подрастающее поколение. Мы не остановились. Мы продолжили свою деятельность дальше, в непростых, в новых для нас условиях. Но мы всегда были в поиске лучших решений в сфере образования. И перед лицом глобальной проблемы мы думаем, что и тут мы достойно выйдем из сложившейся ситуации. И только взаимопонимание, поддержка и вера в будущее приведет нас к прогрессу. Потому что в кризисе мы еще больше закаляемся. И мы, методисты, педагоги Северо-Казахстанской области, в тренде. Ищем эффективные решения в условиях дистанционного обучения. Так, специалистами методического центра были проведены трехдневные дистанционные курсы по поддержке педагогов и программистов школ области по быстрому переходу на дистанционное обучение. Данные курсы имеют свою значимость и продолжают свою работу согласно графика. В помощь педагогам Управлением образования был создан колл-центр, куда поступают вопросы от населения области по дистанционному обучению. Благодаря компетентной и слаженной работе вопросы по организации дистанционного обучения постепенно отпадают. И тут все взоры участников образовательного процесса направлены на качественное предоставление образовательных услуг. Новый формат обучения принес новые трудности. Не всем оказались доступны интернет-платформы. Министерство образования нашли новое решение – показать уроки по телевидению, доверив методическим кабинетам съемку видеоуроков. В этой трудной, но в то же время творческой работе задействованы учителя города Петропавловска. Съемки каждого 10-15-минутного урока продолжаются 2-3 часа. Учителю не только нужно разработать урок нового формата, подобрать видео и материал презентации, но и нужно войти в новую роль телеведущего, работать на камеру. Огромная благодарность нашим педагогам, которые откликнулись и еще раз доказывают, что они профессионалы своего дела. Методическая служба области продолжает реализовывать образовательные проекты. Проект «Берлестек» направлен на создание условий для непрерывного профессионального развития педагогической практики педагогов области, в том числе и через дистанционное сотрудничество. Не остается без внимания областной конкурс авторских программ, который в этот период проходит дистанционно. Продолжается сбор заявок на конкурсы «Лучший менеджер образования», «Лучший педагог». Выпущен сборник второй международной научно-практической конференции. Обобщение опыта педагогов области проводится в новом дистанционном формате. Планируется запустить конкурс «Лучшее электронное портфолио педагога». Собраны материалы областного конкурса «Лучший урок в начальной школе». В рамках данного проекта запущен челлендж видеороликов «Устазга шексіз алғыс», который подхватили методические кабинеты республики. Мы стали участниками международного челленджа, инициированного Международной академией «Навыки 21 века». В рамках проекта «Зияткер» методисты отдела по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи запустили проект по организации дистанционной олимпиады по математике среди учащихся 5-х классов школ Северо-Казахстанской области. Дистанционные олимпиады объединяют учеников и преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляют широкие возможности для личностно ориентированного обучения. Для социально-психологических служб в качестве поддержки учащихся, их родителей и учителей в режиме удаленного взаимодействия психологами и методистами центра составлены рекомендации по организации работы
в рамках проекта «Ürpak Next». Педагоги с помощью разработанных памяток, буклетов, роликов проводят просветительско-профилактическую работу со всеми участниками образовательного процесса, которые размещаются на сайтах школ, Кунделек, Facebook, WhatsApp. В рамках проекта «Колдау» в дистанционном формате продолжаем проводить курсы повышения квалификации для учителей, реализующих инклюзивное образование. Дальнейшее развитие получил проект «Арбала Биржулдос», реализующий вопросы дошкольного обучения и воспитания. Мы активно приняли участие в республиканском челлендже «Диена Сауден Жана Сау», который нашел поддержку и стал популярным среди родителей и детей нашей области. В целом работа ведется, она сложная, требует разных подходов и нестандартных решений. Время показало, что мы смогли приспособиться к новому велению времени. Вместе с учителями, родителями, школьниками мы сможем выстроить качественную систему дистанционного обучения. И главное, мы всегда рады обратной связи, предложениям и идеям. Без бергемес